Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшейк Шара. 9 октября в Сухуме пройдет инаугурация избранного президента Абхазии. В торжественной церемонии вступления в должность Рауля Хаджимба примут участие общественные и политические деятели республики. Сама церемония инаугурации будет проходить в присутствии членов парламента, Верховного и Конституционного судов республики. Кроме того, на церемонии будут присутствовать президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александр Коршунов. Для участия в мероприятии в Сухум также прибудут министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева, руководитель Думского аппарата Комитета по делам СНГ Михаил Кротов и депутат Госдумы Леонид Калашников. Кроме того, среди гостей чрезвычайный полномочный посол Никарагуа в Абхазии Альба Асусена Торрес Мехия, председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции Атанур Акусба, председатель Адыга Хасы в Республике Ливан Риад Цыба, председатель Абхазского культурного центра в Иордании Чичба Хасан. На инаугурацию избранного президента Рауля Жумковича Хаджимба съехалось немало гостей. Вот здесь уже находится президент Южной Осетии Бибилов Анатолий, находится глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, приезжают представители министра иностранных дел Луганской Народной Республики, исполняющий обязанности главы Калмыкии. Ну, кроме того, большая делегация с Совета Федерации, Государственной Думы, приезжает вице-спикер Тимофеева, с ней ряд депутатов. Есть гости из зарубежья, абхазская диаспора. Приезжают практически все представители северокавказских наших братских республик, приезжают ветераны войны, которые воевали здесь. В основном все гости приехали уже. Есть еще несколько делегаций, которые мы будем сегодня встречать, которые поздно приезжают. Есть делегация с Государственной Думы, которая рано утром приезжает, но все не успевают к мероприятию. Подача электроэнергии в Гагарском и Гудаутском районах полностью восстановлена. Об этом сообщает пресс-служба республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго». Утром 7 октября в Гагарском районе из-за удара молнии вышел из строя трансформатор мощностью 60 мегаватт, в связи с чем два района частично остались без подачи электроэнергии. В течение 15 часов соответствующие службы РУП «Черноморэнерго» взамен поврежденного молнией трансформатора ввели в строй другой мощностью 63 мегаватт. Пресс-служба «Черноморэнерго» также сообщает, что на время ремонтных работ на подстанции Бзыб в Гудаутском и Гагарском районах будут вводиться временные ограничения на подачу электроэнергии. Отключения подстанции будут производиться в зависимости от нагрузки на электросети данных районов. Ограничение на подачу электроэнергии будет ориентировочно по 2 часа. Работы на подстанции Бзыб продолжатся до полного восстановления подачи электроэнергии. 2 корпуса второй Сухумской школы, пострадавшие от пожара весной этого года, готовы принять учащихся. Однако в административном здании учебного заведения ремонтно-восстановительные работы продолжаются. Подробности в репортаже Алики Трапш. Пострадавшая при пожаре вторая Сухумская школа распахнет свои двери для учеников после осенних каникул. В 2 учебных корпусах полностью завершен ремонт. Во всех классах проведены внутренние отделочные работы. Установлены новые прочные двери, уложены паркетные полы, а в коридорах керамическая плитка. Также была полностью проложена новая сантехника. Раньше были металлические алюминиевые трубы, которые гнулись и ломались. Постоянно это была их небольшая проблема. Сейчас полипропиленовые мы заменили полностью. Санузлы были заменены чашей Генуи, полностью поставлены новые раковины. Единственное, что мы после 12 числа в санузлах ждем перегородки. В помещении школьной столовой также был произведен капитальный ремонт. Здесь была заменена водопроводная система, установлена новая сантехника и проведена система горячего водоснабжения. Что касается административного корпуса школы, то здесь ремонтные работы еще идут. Данный корпус является памятником архитектуры. Он очень старый, стены очень большие. Стены в большей части собой представляют известняк, старый кирпич. Данный корпус пострадал больше всего. То есть это пожар, на нем не было больше всего времени кровли. В этот момент так случилось, стихия его затопила. И данный корпус, он очень сильно у нас промок. Это единственная причина, по которой на данный момент в нем идут работы. Мы не можем проводить работы, пока корпус полностью не высохнет.
Пока идет ремонт в административном корпусе здания, для безопасности детей все ходы к нему перекрыты. Теперь ученики будут заходить в школу со стороны улицы Гардзенба. Не решен пока что и вопрос организации учебного процесса, так как в административном крыле школы также расположено много учебных классов. Центральная часть, историческое здание, еще не будет готово, а у нас там 4 учебных помещения, то есть 8 классов нам негде будет поместить. Для 2 классов мы найдем резерв, а вот 6 классов мы решаем этот вопрос и даже посоветуемся с родителями, как лучше оставить 6 классов временно в Альфе в одну смену, как они занимались в первую, или как вот сейчас занимаются дети в Альфе, пустить их в 3 смены. Ну, вот этот вопрос мы будем решать. Конечно, и дети, учителя готовы заниматься в 3 смены, лишь бы вернуться в родные стены. Во время пожара большая часть школьной мебели пострадала. Уже через несколько дней должны завести новый инвентарь, а также новое оборудование для кабинетов химии и физики. Сформировали полностью весь необходимый инвентарь для того, чтобы полноценная школа работала. На сумму 7 миллионов 200 тысяч рублей. Туда входят наглядные пособия, парты, столы, стулья, доски. Уже после осенних каникул учащиеся второй Сухумской средней школы смогут вернуться в родное учебное заведение. А ремонт административного корпуса здания планируется завершить до конца текущего года. Аля Катрапш, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Республиканский комитет по государственной языковой политике разработал новое обучающее электронное пособие «100 текстов на абхазском языке». Что представляет собой данное пособие и где его можно найти, расскажет Эсма Гуланзе. Сохранение и развитие абхазского языка с учетом опасности его исчезновения – одна из главных проблем современной Абхазии. На днях был сделан еще один важный шаг в решении этой задачи. При финансовой поддержке общественного фонда Амшра Госкомитет по государственной языковой политике разработал новый обучающий проект – электронное пособие «100 текстов на абхазском языке», представленное в свободном доступе на официальном сайте комитета. Авторами пособия стали переводчики Тамила Аршиба и Гунда Сакания. Чтение и прослушивание абхазских текстов, безусловно, имеет большое значение для изучающих абхазский язык. Это пособие способствует пополнению словарного запаса, а также помогает развитию навыка восприятия речи на слух, а также проконтролировать и улучшить свое произношение. Аудиокнига «100 текстов на абхазском языке» призвана помочь в самостоятельном освоении абхазского языка, в особенности тем, кто уже начал изучать, то есть раньше начал изучать язык и обладает базовыми знаниями абхазского языка. Электронный самоучитель представляет собой набор текстов на абхазском языке с подстрочным переводом, снабженный аудиофайлами. Содержание текстов охватывает самые разные области – географию, историю, религию, культуру и экологию. То есть человек, изучающий абхазский язык по этому пособию, получит всестороннюю информацию об Абхазии. Кроме того, самоучитель содержит обучающие тексты на простые бытовые темы, рассказы о себе и о семье. Работу над аудиоприложениями выполнил звукорежиссер Джамбул Жордания, который сразу же поддержал инициативу Комитета языковой политики. Я сразу согласился, и вообще я за такого рода проекты, потому что абсолютно согласен с тем, что язык должен звучать. И он должен звучать на разных уровнях, и на радио, и на телевидении, и вообще мы должны его слышать периодически. Потому что только то, что мы в школе общаемся и немножко в семье, этого недостаточно. Мы на улице везде его должны слышать. И это тоже маленькая капелька того, что может помочь развитию языка. Потому что в этих текстах затронуты разные темы. И есть какие-то терминологии, которые мы знаем, но они у нас не на языке. И поэтому для разных сфер это будет, на мой взгляд, очень большая помощь. Кропотливая работа над звуком продолжалась около месяца. Сам текст зачитала журналист Лиана Эбжноу. Сара сапсу, инал сыхцу, смарщану. Апсны сынхойт агуакалыкекны. Стача арайгуб. Сан, саб, самду, сабду, саща, сахща. Сара апсу бызфей, аурас бызфей, ацара саджуб. Кроме электронного варианта, желающие выучить абхазский язык и усовершенствовать свои навыки смогут воспользоваться печатной версией пособия, которая должна выйти в следующем году. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.
С 16 по 18 октября в Абхазии пройдет культурно-спортивный фестиваль «Абаза», инициированный Всемирным абхазо-абазинским конгрессом, сообщается на официальном сайте организации. Фестиваль пройдет в 2 этапа. Первый этап пройдет в Гудауте. Это турнир по вольной борьбе на кубок председателя Высшего совета ВААК Муссы Экзекова. Ожидается прибытие на соревнования спортсменов из Адыгеи, Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Дагестана, а также из городов Калининград и Сочи. Второй этап – культурная составляющая фестиваля. В Сухуми на набережной Махаджиров будет организован большой праздник для всех гостей фестиваля. Центром сценической программы станет театрализованная реконструкция старинного абазинского обряда «Привод невесты». Также в развернутом выставочном шатре запланирована совместная экспозиция из коллекции Абхазского государственного и этнографического музеев. Фестиваль «Абаза» планируется сделать ежегодным. Школьницы из Абхазии стали победительницами регионального этапа международного конкурса «Наши герои», который проводился представительством Россотрудничества в Республике Абхазия. Мадлена Микелба и Дарья Ситникова получили путевки в Международный детский центр «Артек», где представят свои работы, но уже в рамках финала конкурса. Все подробности у Саида Джарсалия. Международный конкурс «Наши герои» стартовал 1 сентября и проходил среди учащихся 7-10 классов. Чтобы проявить себя, 13 тысяч школьников из 9 стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии подготовили урок-презентацию о героической личности, историческом персонаже или современнике, чьи заслуги значимы как для их страны, так и для России. Из Абхазии в конкурсе приняли участие 20 человек. Очень хочется сказать, ребята, побольше участвуйте в таких проектах. Это дополнительные баллы в ваше портфолио, это дополнительные баллы в процессе поступления в высшее учебное заведение, конечно же, в Российской Федерации. Удачи всем в будущем и не бросайте начатое дело. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха поздравил всех участников конкурса и отметил важную роль подобных мероприятий в увековечивании памяти личностей, оставивших яркий след в истории. Данный конкурс означает, что наша живая история, которую мы ощущаем, спрашивая, например, своих родителей, своих бабушек и дедушек о каких-то событиях, об их отношении, собирая сведения, артефакты прошлого, какие-то книжки, какие-то значки, какие-то иные носители информации, все это суммируя, анализируя, мы продвигаем все себя каким-то образом. Получаем, так сказать, обратную связь от такой памяти наших предков, которые жили на территории республики. И это, конечно, будет всем помогать в выстраивании собственной жизни, в учебе, и в других, так сказать, достижениях. Из 20 работ абхазских школьников 2 автора стали победителями регионального этапа и прошли дальше. Ими стали учащаяся Гагарской 4-й средней школы Мадлена Микелба и ученица Сухумской 5-й средней школы Дарья Ситникова. Обе девочки получили путевки в Международный детский центр «Артек» на 12-ю смену 2019 года, где представят свои работы уже в рамках финала конкурса. Я очень долго думала над выбором героя и очень долго не могла определиться, но в итоге я решила написать про Надежду Курченко, девушку-стюардессу, которая спасла самолет от террористов, и в чью честь назван парк в центре нашего города, парк имени Курченко. На самом деле я до сих пор не до конца верю, что все-таки я смогла это сделать, потому что я сдала свою работу просто в последний момент и абсолютно ни на что не рассчитывала. Это было просто потому, что мне было это интересно. И в конце концов, когда мне сначала сказали, что я вошла в 10-ку, я была очень рада, и я даже этому не могла поверить. А в конце, когда мне сказали, что я выиграла этот конкурс, да еще и вошла только в 2-ку из Абхазии, моему счастью просто не было предела, я очень обрадовалась. Я писала про Тимура Заванача. Его отец участвовал в Первой мировой войне, а его сын уже во Второй. Это получается как бы династия героев, полных кавалеров. Они имели несколько георгиевских крестов. Международный конкурс «Наши герои» проводится Россотрудничеством и движением «Сделаем вместе» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и направлен на развитие общегуманитарных и культурных связей между государствами. Общей идеей конкурса является выявление и поощрение активных и талантливых школьников, реализующих деятельность в изучении истории своего государства. Саид Джарсалия, Дэвид Ангваб, Абхазское телевидение.
30 октября на сцене Абхазского драматического театра состоится очередная премьера. На этот раз труппа молодежного театра представит пьесу Евгения Шварца «Голый король». Наша съемочная группа побывала на репетиции спектакля. Репортаж Сарии Кварасхелия. «Голый король» – пьеса в двух действиях Евгения Шварца, созданная по мотивам сказок Андерсона «Новое платье короля и принцессы на горошине». Пьеса впервые была поставлена в 1991 году в театре «Сатирикон». А уже совсем скоро актеры молодежного театра порадуют абхазского зрителя премьерой спектакля на сцене драматического театра. Хочешь кататься пешеход? Киец, он шишится, тататься. Действие происходит в некоем государстве. Юная принцесса Генриетта влюбляется в свинопаса Генриха. Король, ее отец, не рад выбору дочери и собирается выдать ее замуж за принца из соседнего королевства. Роль принцессы играет актриса молодежного театра Лана Гергия. Для нее это первая большая роль, и, конечно же, она исполняет ее с удовольствием. Ранее уже играла в спектакле, поставленном Натальей Николаевной, «Укрощение строптивой», играла роль Бьянки. Вот. Этим летом мне предложили сыграть роль принцессы. Это было, конечно, неожиданно, но Наталья Викторовна, конечно, мне помогла понять ее, может, немножко по-другому, не так, как я ее понимала. Мне кажется, что уже ближе к ней, к принцессе. Ну и сама принцесса тоже, она близка мне. Я тоже попадала в ситуацию такую, можно так сказать, и победила. И в этом спектакле принцесса тоже побеждает. В конечном итоге любовь побеждает. В пьесе очень много персонажей. Здесь и глупый, самовлюбленный король, министр нежных чувств, услужливые фрейлины и подданные подхалимы. Образ хитрого чиновника, первого министра, примерил на себя актер молодежного театра Аляс Авицба. По темпераменту и по прозорливости, наверное, все-таки он близок мне, персонаж. Но это, естественно, задача режиссера, когда распределяет роли. Режиссер смотрит особенности человека, актера. И, видимо, я удостоился такой чести играть роль первого министра. Я считаю, что пьеса, она, несмотря на то, что такая ортодоксально-классическая, она будет актуальна и сегодня, и завтра. Поставила пьесу молодой российский режиссер Наталья Николаева. Это не первый ее опыт работы с труппой Абхазского молодежного театра. Не так давно Наталье Николаевой был поставлен спектакль «Укрощение строптивой». Процесс работы, он еще только начался. Мы не так давно это делаем. Мы только-только вышли, вот у нас закончился период читки, мы только вышли на сцену, вот буквально 3-й день. И поэтому это самый-самый такой вот разгар, самое начало. Во главу угла ставится донести смысл, который закладывает автор. Вот. Понятно, что угол зрения мы чуть-чуть свой вносим, конечно, на сегодняшний день. Это советская пьеса, в советское время была написана. Сегодня, конечно, нужно брать сегодняшние обстоятельства. Премьера спектакля Евгения Шварца «Голый король» состоится 30 октября на сцене Абхазского драматического театра. Сария Кварасхелия, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. В столице появилась новая служба такси. Компания с высокими моральными принципами City Express – это принципиально новое такси, которое берет на себя ответственность за популяризацию культуры вождения в республике. Репортаж Амелии Бисмарк. City Express – это доступное такси, которое в основном рассчитано на работу в городских условиях. Главная цель новой транспортной компании – обеспечить своим клиентам комфорт и безопасность. Наше такси отличается тем, что мы предоставляем качественно свою услугу. Более того, у нас водители очень опытные. Наше такси безопасное, так как наши водители ездят очень аккуратно, тихо, и граждане нашей республики могут не беспокоиться о том, что их семьи или же родственники могут попасть в ДТП. Прежде чем официально устроиться на работу в City Express, претенденты проходят серьезный отбор. Однако на этом проверка водителей не заканчивается. Проверяем наших водителей на употребление алкоголя,
а также различных наркотических веществ, для чего мы их периодически раз в месяц планируем отправлять в наркологический диспансер города Сухум. Успех и репутация новой организации во многом зависит от самих таксистов. Водители с пониманием относятся к высоким требованиям начальства. По идее несложно, потому что мы за людей отвечаем, несем ответственность. Еще один критерий, по которому подбирали весь персонал City Express – благовоспитанность и вежливое отношение к клиентам. Такси City Express слушаем. Ожидайте, пожалуйста, машина выехала. Всего доброго. Парк такси состоит из новых японских автомобилей. Техническое состояние машин не вызывает нареканий. К услугам пассажиров чистый и комфортабельный салон. Я решил здесь работать, мне удобно, комфортно, все идеально. Машины чистые, ухоженные, новые, без проблем. Компания City Express предоставляет услуги по перевозкам пассажиров по всей республике, а также за ее пределами. Цены достаточно низкие. Могу с уверенностью сказать, что наши цены намного ниже, чем у наших конкурентов. Это касается и по городу Сухум, а также и выезда в Российскую Федерацию. Следуя принципу взаимовыгодного распределения цены и качества, компания уже завоевала расположение клиентов. Недорого, очень вовремя приезжает, быстро доставляет до того места, куда нужно. И самое главное, аккуратно и спокойно. Просто вообще нет проблем. Шикарное такси, пользуйтесь. Заказать поездку себе или другому человеку сейчас, либо заблаговременно, а также получить всю необходимую информацию по услугам и тарифам вы можете, позвонив в офис такси City Express. Амилия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается ночью и утром временами дождь с грозой, днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 8-13, днем 17-22 градуса. Температура морской воды 22 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.